Время неумолимо близится к лету. Многие жители республики уже начали приобретать билеты на море. И сразу же появились первые обманутые туристы. От рук аферистов пострадали жители Усинска, Кнешпогосского района, Ухты и Сыктывкара. Как не стать очередной жертвой злоумышленников, в рубрике «Полиция сообщает», расскажет представитель МВД Вера Железцова. Авиабилеты в любую точку мира. Дешево. Как много подобных слоганов можно встретить на просторах интернета. В погоне за яркими впечатлениями за маленькие деньги люди легко попадаются на уловки кибермошенников. Привлекательная цена часто заставляет неопытных путешественников не обращать внимания на сомнительность сайта или подозрительность продавца. И очень зря. При покупке билетов можно нарваться на специально созданный сайт-двойник. Он, как правило, маскируется под известный интернет-сервис по продаже билетов. Так, жертвой мошенников стала жительница Сыктывкара, которая лишилась более 35 тысяч рублей при заказе авиабилетов. Женщина зашла на сайт одной из авиакомпаний и выбрала рейс направлением на Геленджик. Сыктывкарка ввела данные своей карты для оплаты перелета. Теперь ни денег, ни билетов. Главное, внимательно изучите адрес сайта. Мошенники тут идут на разного рода обман. Меняют одну букву или цифру, что с первого взгляда незаметно. Ознакомьтесь с содержимым сайта. Наличие дефектов и грамматических ошибок – это явный признак, что с сайтом что-то не так. Обратите внимание на даты под сообщениями, блоками, новостями. На поддельных сайтах даты, как правило, уже не актуальны, новости просрочены. Если сайт создан недавно, это уже повод насторожиться. Жительница Ухты заказала по всплывающему объявлению в сети интернет авиабилеты по маршруту Ухта-Санкт-Петербург. На сайте, куда перешла заявительница, были указаны реквизиты компании и другая контактная информация. Поэтому ухтинка, не раздумывая, оплатила покупку на сумму 2935 рублей. Но билетов она так и не получила. При покупке билетов туристам не стоит переходить на всплывающие рекламные окна, так как чаще всего это уловки мошенников, которые заманивают граждан яркими картинками и низкими ценами. Поэтому, прежде чем оплатить билеты, убедитесь в надежности продавца, а лучше используйте сайты известных авиакомпаний. Даже если на вашу электронную почту пришли купленные билеты, это еще не повод расслабляться. Они могут быть не настоящими. Проверить билет на подлинность можно на сайте авиакомпании. Для этого нужно ввести его номер или код сканирования. Также можно позвонить в колл-центр перевозчика, либо воспользоваться одной из глобальных систем бронирования. При покупке билетов в сети интернет нужно быть очень внимательными и обращать внимание на различные мелочи. Опечатки, несовпадение дат и устаревшую информацию на сайте продавца. Если у вас возникло хоть малейшее подозрение на обман, откажитесь от покупки. Заказывайте билеты и путевки только на проверенных сайтах. Тщательно изучайте предложения, сравнивайте цены, обязательно просматривайте отзывы и не торопитесь с предоплатой. Внимательное отношение к деталям не даст мошенникам испортить вам отпуск.